9 айлык муйту, а также 3 города – Айдаркен, Кадамжай и Карабалта – в ближайшее время начнут готовиться к повторным выборам депутатов. В этих населенных пунктах местные народные избранники не смогли решить, кого назначить главой айлык муйту и мэром. По закону на это дается 2 попытки. Если депутаты не справляются, президент распускает их. Окончательно известно о том, что в 12 населенных пунктах будут перевыборы. Сейчас еще в 31 айлык муйту и городе у депутатов осталась 2-я попытка. Если депутаты не смогут снова выбрать местного главу, то там тоже будут назначены перевыборы. Сейчас мы ждем их решения. После полный список будет направлен на подпись президенту. Эксперты говорят, всему виной несовершенство законодательства. Местные депутаты должны почувствовать ответственность за свои решения. Условия к выборам глав айлык муйту и мэров должны быть ужесточены. Бюджет страны просто не может оплачивать интриги и политические игры отдельных депутатов местных кенешей. Каждые выборы – это огромные колоссальные средства. Даже только в среднем где-то 500 тысяч сомов. Это налогоплательщики платят. В законе должно было предусмотрено, что в случае, если будет 2 раза будет срыва, эти кандидаты уже не могут быть представлены в течение ближайших лет кандидатами, и новые люди должны прийти. Это однозначно. Ну вот вы, если помните, Папа Римский, когда выбирает, кардиналов сажает в комнату, и сколько бы они там ни сидели, они должны выбрать. Вот такая жесткая норма есть во всем мире, и мы должны это соблюдать. Люди должны чувствовать ответственность, неминуемую ответственность за свой поступок. Они при сегодняшней системе они много тратят денег. И каждый 100 раз подумает, а стоило ли ему игру играть. Ну а потом демократия не вседозволенность. Это воля народа, воля большинства народа. И меньшинства должны, как говорят, проигравшие должны уступать. В Джугурку-Кенеше об этой проблеме задумались давно. Сейчас уже есть несколько инициатив по решению этого вопроса. Один из вариантов уже внесен на обсуждение депутатов. Законодатель Кенжибек Бокоев предлагает, чтобы исключить интриги во время назначения мэров и айлык муйту, выбирать их должны сами жители. Наш коллега Кенжибек Бокоев предложил законопроект о прямых выборах мэров и глав айлык муйту. Эту ситуацию действительно пора менять. В следующем году усилится полномочия премьер-министра. И если не выборы, то глав местных администраций должен назначать аким, как это было раньше. Ведь премьер будет назначать акима. Если у него не будет власти, то это неправильно. Законопроект Кенжибека Бокоева уже прошел первое чтение. После обработки всех замечаний и предложений депутаты вернутся к нему снова. Если парламентарии поддержат документ в 3 чтениях, интриги местных депутатов уже никак не повлияют на работу органов власти. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.